Ну, это я так думаю, что он еще подождет, что они все-таки заранее. Добрый день. Ехали, конечно. Такая проблема. Они, конечно, специально пораньше. А этот с такой, ну, может быть. Я в дубленке. Добрый день, шановные спадары. Радыё Свабода вядзе прамую трансляцыю з церемонии прилету нашей Нобелевской лауреатки со Стокгольму. Вось толькі што нават на 2 хвіліны раней табло нам показывает, что приземлился уже самолет у 18 замест 16:20, и я думаю, что уже на земле, Светлана Алексеевич. Тут вельмі урачистая атмосфера. Я думаю, что на ўскідку тут больше за человек 150. Вельмі шмат людей с прыгожими кветками. Все чакают, все не знесла так. Нават калі мы запытваліся ў людзей да таго, хто яны, просто чалавек ось прыйшоў сустракаць. Таму такая атмасфера вельмі прыемная, вельмі будзем чакаць. Спадзяемся, што хутка з'явіцца наша гераіня. Вось. Когда у них какое-то мероприятие, съемка. Зараз мы ўсё ж таки паспрабуем пацікавіцца у народа, чаго ён тут прыйшоў. Конечно, шмат вельмі журналістаў тут, вот каго не запытаешься, журналісты, дарэчы, з'явіўся плакат «Беларусы ганарацца вами, Святлана». Надо, да? Вось толькі што адкрылася брама. Пакуль мы бачым шмат вельмі супрацоўнікаў мытні у форме, людзі ў цывільным. Слушай, давайте станем большим полукругом, допустим, хапило место, как не было толкучки. Давайте. Вот так можно всем стать, вельми зручно, не? Никто не хочет? А потом Алексей там сюда и... Коллеги, давайте сделаем больше полукруга, ну? Давайте 2 шага назад, давайте. Коллеги просят отойти на пару шагов, потому что, конечно, вельмі шмат народу, все хочет в этом мгновении на свои фотокамеры, кинокамеры, телефоны, деточки с веточками. А что раз напряглись? Уже что, самолет прилетел, что ли? Да. А? Прилетел. Откуда известно? Сказали, объявили. Да. А это 3. 24. Там есть свои урезанные вещи. Она очень интересная, да. Вы купили Ну, конечно. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вось усе мы сустракаем, я думаю, одного человека. Бачу, у вас вельмі чароўныя просто кветкі, бел-чырвоныя, белые. Назовите себе. Виолетта. А кто вы? Просто Виолетта. Студентка. А вот что побудило, чему пришли? Прийшла підтримати просто разом з татою, але тато не спізняється. І зараз чекаємо і Світлану, і тату разом. Просто. А читали книжки? Я прийшла читати зараз. А ранение? Ні. Як ураження? Вельми добре. А в принципе, вы что отчувая просто вот молодой человек, потому что это іншее поколение, и такие книжки серьезные. Какое уражение? Чему все-таки вы добавили? Ну, теперь отчуваю, я думаю, гонор за Беларусь, за то, что наши люди так само могут зробити нечто для истории. Так. Дякую, Вялі. І вам дякую. Может, еще чемодан досмотрится. Вот
Кто? Это снимаю. Пассажиры вышли из Москвы. Вас приглашают вернуться в зону выдачи багажа. Пассажиры Пулман, прибывшие из Москвы. Вас приглашают вернуться в зону выдачи багажа. Работает. Ну, работает. Ты мне расскажи, да, про него. У меня такое ощущение, что люди как бы в костюм пришли на скорость. У меня была мысль, Тащи сумку сзади. Пусть около тебя будет. Прибывших пассажиров встречает номер машинских И4. Рейс выполнялся компанией Белавия. Attention, please. Belавia Airport from flight number A62 registered date. The arrival level is at ground floor of the gate number 3. Лауреат нашей жизни, поэтому. Вадим, Карманова не видишь, не видишь? Нет, Карманова вообще не видела. Суслика видишь? Коллеги, давайте еще шаг назад сделаем. Давайте. Ты волшебник. Пусть скажет, давайте разойдемся. И так все побрели к своим машинам. Нормально, мне нужен общий план. Сядь нормально, на копочку. И за штатив не держи, пожалуйста. 16-18 написано, что сколько забился. Рядышком приткнемся. Мы километр двумя тогда. Это микрофон возьмем, когда нам Из автозака, из окна выходит. Там шоку, я из окна автозака. Бояр. А кого ты будешь? Или там Лиза не будет? Мало. Коллеги кажут, что Минск ТВ. Далее, Ромасов можно посадить самолет с Берлина РС-892. Внимание, к сведению встречающих. До посадки самолета из Берлина РС-892. Превыше пассажиров встречают номер 6. Рейс информационной компании Белавия. Attention, please. Belavia Aircraft from Berlin, flight number 892, registered date. The arrival level is on the ground floor of the gate number 3. Слишком... Бахман удовлетворяет сетевой стоит 35-36. Регистрация билета на 949 на направку Минск-Калининград. Внимание, на третьем этаже. А будьте добры, можно до вас питание? Бачу, у вас лимит ветка. Вы скакать Выборгскую региону приехали. А вы кто? Поклонницы или таланта? Многолетние. А особисто знайомые? Да, немного. А скажите, у принципе, вот какие почувствия у вас, что все ж таки белорусов мало много? Величайшая гордость.
величайшая гордость. А все книги читали? Все читала. Все. Да, включая последнюю, конечно, это время Сакантяна. Начиная с книги «У войны не женское лицо», дальше... Я все эти часы, когда она вышла. Только тогда, когда она еще печаталась в каком-то журнале, и вот тогда, и, конечно, меня потрясла. И поэтому я потом следила уже и «Чернобыльская молитва», и «Цинковый мальчик», и «Зачарованные смертью», «Последние свидетели», и вот «Время Сакантяна». Ось скажіть, будь ласка, народна любов носить. Бачимо ми колькі сьогодні навіть по зову серця прийшли людей. Але от не бачили ми особливо навіть ні церемонії по державних каналах. Вельми такі скупі повідомлення. Не було ось ніяке от лікування Україні, що наш чоловік став лауреатом Нобеля. Як ви думаєте, чому так відбувається? Не кровно за это? Ну, конечно, хотелось, чтобы это было широко, знаете, освещалось. Очень хотелось. Она заслужила того, чтобы ее народ ее любит. Пришли даже без особого оповещения. Люди пришли, люди ее любят, люди читают ее. А сейчас, конечно, еще больше. Сейчас эти книги пользуются большой популярностью, библиотеки их разбирают, и все говорят, разбирают, везде и покупают. Так что... Але вот 20 годов державные белорусские выдавенства не друковали творы Светланы Алексеевич. У основном это выдавецтво «Время» московское, у школе не проходит, у программе нема. Как вы думаете, вот этой всесветное признание, Нобелевская премия, яна повинна не сприять популяризации, что человека повинна и тут оценить? Конечно, оценить. Ну, конечно, оценить. Вот даже начнут в школах изучать. Надеяться, что должны. Ну, мало ли, разные ситуации бывают. Все, ну, я думаю, что она заслужила эту премию. Она пользуется любовью у читателей в разных странах. Ну, конечно, на много языков переведены ее книги. Ну, а в Беларуси... Але ось глядишь, на колькі мову свету перавялі кніжкі, колькі выдалі яе за мяжой, усё ж таки это значно больше, чем у Беларуси. Уж чему у нас нет пророка в своем отечестве? А это, наверное, так всегда. Наверное, не зря вот эта пословица родилась, что нет пророка в своем отечестве. Ну, что делать? Ну, это не только у нас, наверное, так, это у многих. Я все озираюсь, чтобы не прозевать. Вот. Так, наверное, бывает часто. Ну, что делать? Ну, сейчас оценим, поймем. Но она эту премию заслужила своим талантом. Пропустила все через себя. Конечно, даже трудно представить, когда читаешь, знаете, сердце крови обливается, и так переживаешь. Здравствуйте. Беседовал с этим, пропускал все через себя. Это надо большую душу иметь, чтобы все пережить, все это написать, выслушать всех этих людей. Дякую вам, великий. Дима, тихо. Вот рядом с Юлией, да, Юлия Чернявская. Ось. Не кричите, все станут так, чтобы всем было удобно. Сереженька, проследите, чтобы народ не кидался в рот из микрофона. Светлану не целовать, не хватать, не целовать, не обнимать, не жать. Она очень болеет. Одно ваше обнимание и все. Добрый день, Юлия. Мы все читали ваши блоги. Как она сейчас? Вельми пригожая фотография, вельми змістовна, вельми цікавий текст. Я просто от усіх коллег-журналистов просто хочу вас подякувати за таку інформаційну підтримку. Не сподівалася на такий ефект, тому що я тільки писала то, що писала, то, що бачила, а є така потреба ділитися, нечто давати, то, що бачиш, тим, хто не може там бути. Інформаційний голод, все ж таки, ми ж ведаємо, що державні СМІ вельми мало уваги. Лепш я, може, написала артикул, але у мене не спонтанно це вийшло все. Спонтанно для сябров, для тих, хто не може там бути. Ти не менш, в Фейсбуку вельми такою вичерпальну інформацію, вельми цікаву, так що я просто дякую від колегів, відчиняються вороти. Что нас все интригуют. Эта брама открывается, закрывается. Из моих
вышэй даху. Яны тут сёння збіраліся ісці, пыталіся ў мяне, а як, ці можна? Вы сказали, ствараюцца группы у социальных сетках, а вы еще закликаете, то отчувается, что все-таки вот народная это любовь, это вот тое, что с сердца идет. Гэта любоў народная і гэта любоў інтэлігенцыі, якую Светлана собой не выражае. Ведаеце, у нас есть такое поделение на интеллигенту и интеллектуалов. Я не люблю этого поделения, потому что на Заходе яе лічаць интеллектуалом как раз таки. И мало кого турбуе тое, что яна не ведае там замежных моваў. Гэта у нас толькі такая прыкмета інтэлектуала, ён ведае замежныя мовы. Яны не ведае, але яе перакладаюць на больш чым за 20 замежных моваў. Гэта само собой неяк уже что-то кажа, что-то выражает. Ой, снова Веры, снова. Давайте поаплодируем всем. Можно я адресок оставлю, фотографию пришлете? Не ждите, она там и долго еще. Почему? Расскажите, как летели со Светланой Алексеевной. Рядышком летели, хорошо. Да, о чем говорили? Ни о чем, все просили у нее автографы, но я гражданин России, поэтому я уже не стал ее докучать этими вопросами. Конечно, мы все знаем про Чернобыль. Она ее сейчас приведут, не переживайте. Слушайте, ну приведут, это у нас так не пугается. Приведут, это у нас так не пугается. Да, я думаю, что да. А то еще поведут. А в каком настроении Светлана Александровна? Уставшая. Да. Спасибо. Встречайте свою героиню. Давайте. Я гляжу, хоть я навидавалась, больше, чем на Радиме. Ясно, что только 20 годов тому. А як вы думаете, слушайте, будзе гэта штуршком, что и у школьной программы, у институтских не, ну яны же обещали, что у школьная программа, а у институтских программах мои студенты, я ведаю, чернобыльскую молитву проходили. Я не ведаю, может, это только гуманитарии, але может, это добрая воля выкладчиков, я не бачила, потому что я не литературу выкладаю. Вось, яе дадуць, штосьці дадуць по, потому что у нас называется внеклассное чтение. Скажите, вы контактуете со студентами, вы тут своих былых шмат бачили, вы з ними там сабруеце, нават мяркуючы по ваших постах у Фейсбуку. Як яны наогул, вось моладзь гэтая, як яна ставіцца да Светланы Алексеевич, да вот сучаснай літаратуры? Яны чыталі? Не, яны не читаюць. Яны читаюць вельмі мало. Журналисты, студенты журфака читали больше, але яны читают вельмі мало. Але я проводила, например, занятия по семиотице штодзённасці. И свои занятия, одно з них я присвятила менавіта часу ЗКТ. И менавіта яны у мяне его читали, а потом я бачу, яны ўжо пачалі чытаць усе астатнія. Але, ведаеце, у іх установка вось нашего всего грамадства. Простите Юрия, пожалуйста, он должен впереди стоять. Юра. Это установка на позитив. Установка на позитив. И вот эта Юра, установка на позитив нам дае неприємного. Вельмі шмат неприємного. Яны боятся отчувать боль. Яны боятся плакать. Боятся... Яны мне сами сегодня сказали, мы сегодня опошние занятия проводили, что, ведаете, мы пошли разумеем, что треба такие темные байки життя так само показывать. Да. Юра, это Сейчас не закрывать. Вот правильно. Влево. Давай поменяемся местами. Ми бачимо подракать у перших шерегах. Похоже, тут звичайне. Не только
Так, на минуточку, да. Я знаю, я просто не успел ему ничего крикнуть. А он не туда. Какой спорт может быть? Он вот такой. Нет, это Да, из Москвы. Из Вьетнама. Меня сюда отправили с цветами. Берите там слева, ну уже все больше и больше. Влево. А вы прямо держите. мы здесь всех просили. Никто не кинется. Не, парень, мы тебя знаем, я тебя предупреждал, мы тебя знаем. Мы тебя знаем. Да. Очень удобный случай. У меня хорошие ботинки для тебя. Но выходит партия пассажиров. Просто пассажиры. Простые. Люба, не скажи, а как подойти к людям? Корреспонденту Радио Свобода. Летец Алексеевич, да, мы лотерею вытянули. А я не вижу ничего. Да, налево, пожалуйста. Налево. Мужчина, приходите еще. А что будем кричать? Нам записать какое-то интервью в этом замечательном. Интервью она вряд ли сейчас будет давать. Не, ну понятно. Очень сомневаюсь. Несколько слов каких-то скажешь. Вот, а нужно арестоваться. Все, она сказала, приготовьтесь. Локти! Мы гоноримся вами, радуемся, плачем от радости. Спасибо, я тоже, меня заставили заплакать. Да, все равно, видите, все равно нас много, и мы вместе. Это много значит. Да. Все. Я вас всех очень люблю. Все, что вы говорили, радовались тому, что вы говорили, гордились, что все-таки в нашей стране есть Светлана Алексеевич, которая стала первым Нобелем. Это очень приятно. А вот такое предложение. Давайте сделаем коридор, чтобы все могли увидеть Светлану, все, кто приехал. Светлана Александровна, можно шире, пожалуйста. Где-то мой зять, давайте Да. Светлана Александровна, пожалуйста, возьмите. Светлана Александровна, возьмите. Подальше. Давайте отойдем. Светлана Александровна, Нет, так это здорово. А нет, это ясно, что это тоже не будет. Это понятно. Мы живем отдельно, а не отдельно. Это уже понятно. Мы же к этому привыкли. И может быть, когда-нибудь они задумались. Надо жить вместе. Светлана, скажите пару слов. Что чувствуете за вас? Сколько пришло белорусов?
Просьба ко всем, пожалуйста, микрофоны подальше. Микрофоны Он оказался очень симпатичным человеком и очень о многом говорил. А говорили, что нет, он надо просто передавать. Что, когда я сказала, там была такая, Ребята, шаг назад. Караваю дорогу! Дорогу караваю до Светланы Алексеевич, до Нобеля и Польского на Нобеля. Караваю дорогу, дайте крила. Вы меня не любите, я веду. Олег Алексеевич меня не знает. Пишет про меня книгу. О книге. любого сильного человека, она, конечно, не готова быть рядом. Это говорит о слабости Светлана Александровна, посольство Чехии и России хочет спросить. Как вы относитесь к Вацлаву Гавелу и Михаилу Горбачеву, тоже нобелевцам? Великие, да? Руслан Голич, вы вам не книжку пишете, помните? О любви. Да, мы с вами знакомы. Фейсбук, президент фильма «Отрыв». Все себя Вон. Вот меня посмотрите. Нет, со всего мира. Светлана Александровна, подпишите книгу, пожалуйста. Светлана Александровна, книжку подпишите. Подпишите книжку, пожалуйста. Светлана Александровна, вы не могли бы где-нибудь сказать о том, что меня в интернат сдают на пожизненно? Из-за того, что я против Лукашенко пошел. Нельзя, я пришел тоже Алексеевич. Я с Караваем. Это вы своими занимаетесь, имперскими. Речи Посполитой, в частности. Уберите руку с плеча. Я не мешаю, я помогаю. Я веселее иду. Каравай пропустите, Юрася пропустите со Голичем. Надо другой Немиги. Немиги не будет. С нами корреспондент. Подарили Светлана, примите каравай, коли ласка. На белорусских рушников. Принесли каравай. Каравай пропустите, коли ласка. Вот прошел, пошли. Я не помолчу, вы мешаете пройти каравай. Подарили Светлана. Юрась, проход. А Майя что за столом?
Направление движения на улице туда. Можно на улице. Нация у вас какая, Светлана? А вы нацию ненавидите? Тише. Подарни Сатана. Выполняет просьбу Светланы Александровны. Официально. Я не могу на себя взять такую отказность, але тем не менее, от белорусского народу вручить вам хлеб, соль, ну и гэтай кветки. Коли ласка. Кому сожалеет Светлана Алексеевна? Все себе глядите про Facebook, про президент Минотруд. Президент Миньона я. Светлана, ну не видишь, здоровая рядом со мной. Я больше на я думаю, будет прикольно понять. Там Так, давайте отойдем отсюда. Давайте. Ладно, что-то прячется, что-то я не веду, что это может быть. Может, давайте мы положим пакет. Свет, давай мне пакет. Тихо, ребята, потому что здесь не увидите. Ну как вы удивлены, только чего увидеть? Очень радостно. Скажите, а можно крикнуть, где Дима Яна? Дима Яна! Не Яна, а Дима Халай! Дима Халай! Галай! Дима Халай! Так, если не отзывается, мы возьмем. Мы соседи. У нас машина нет. тогда мы из машины. Я только что Наташу видела. Все в порядке. Как самочувствие? Спасибо вам. Большое-пребольшое, великий дякую. Светлана Александровна, начинайте принимать букеты. А? Ой, так я в машину зайду. Кто ваш секьюрити? Мы хотим Очень здорово. Вы большой молодец. Помогаете собирать букеты. Давайте мы дадим Светлане одеться. Очень хорошо. Мы так самоорганизовались в конце концов. Наташа? Потому что нужно заслонить человека от голода. Где она? Наташа! Где Дима? Так, давайте сделаем коридор. Да, давайте. Вот. Что люди абсолютно государственная пресса ни слова не сказала о том, что вы сегодня приезжаете. Я не могу сказать, что ничего подобного в мире не было, что вот так встречали лауреата Нобелевской премии. И да, вот как бы встречал народ. Мы вас встречают все? Нет, я имею в виду, что официально. Света, Ага. посмотри сюда, пожалуйста. Ну, так нет, я уже одета в этом, потом... О, Наташа уже нам какие ваши ближайшие планы? Ну, понятно, что уже все уже. Прошли эти празднества, прошли эти все. Ближайшее отдохнуть. Отдохнуть здесь? Ну да. Куда поехать? Свет, он должен наконец куда-то съездить, да? Наташа, вот. Наташенька, сделайте коридор, пожалуйста, это дочь. Ага. Пропустите дочку. Ребята, тихо, в середине, осторожно, пожалуйста. Ребята, ну что вы делаете? А где вы? На улице быстренько тебя ждут. Все, идем, ребята. Так, Поздравляем. Поздравляем. Наша гордость. Все, теперь давайте обязательно встретимся. Да, наконец-то. Такая уже занята. Тогда идем. Я буду на вас. Давайте я сумку закрою. А получится ли это у нас? Все, пошли. Ладно, выходит. Так, коридор, пожалуйста. Наташа, без цветов
Езжайте, алло. Наташа, она слышит, она слышит. Нет. Хорошо, я могу Давайте кветки сберем и передадим машину. И, пожалуйста, встаньте так, чтобы немножко разломить. Что они там сказали? На сквозняки. Так, все. Давайте здесь не мигу, не будем устраивать. Уже все спокойно. Ее не надо. Пытаться ее отвлекать. Спасибо вам. Я вас всех люблю. Я вас всех люблю. Давайте потримаем. Наташа, где она? Юля! А, машина. А где машина? Не наша. Огромное спасибо. Спасибо вам. Наташа. Кто-то его повез. Ладно, давайте в сторону моей машины, что-то их найти не могу. Тогда правее. Так, давайте потримаем. Да, вы вот, пожалуйста, вот здесь освободите, чтобы я видела. Где-то в носу. Это какой-то проход. Но я не вижу, где-то тут была вот. Пожалуйста, не толкайте. Один хороший кадр. Юля, Люда. Ты, Люда. Да, она. Светлана Александровна. Да я с вами, я думаю, они за машиной пошли. Я дочь легенды. Я вам с таким низким поклоном. Юлечка. Просто так все я ждала вашей премии. Нет, я просто думаю, что они за машиной побежали. Нет, машина здесь сказала. Здесь? Да. Я вообще не заметила. Люди там за вас очень даже в дистанции. Я понимаю, вам тяжело. Давайте я понимаю. Спасибо за вообще за все. Каждый руку, за каждую руку. Мужество вам твердо. Да. Бог вас пускай хранит. И здоровья. Да. Люди, букеты пошли. Что с багажом? Что читается? Передайте букеты. Давайте я вам помогу. Дорогие проезжие части, будьте добры. Вы удивлены, что никого из Министерства культуры нет, лица нету? Повторяю, будьте добры. Пройдите проезжей части. А вы такой прием ожидали или иной? Не ожидала, конечно. Давки не ожидали? Светлана, вы не против, что кино снимаем? Скажите. Ну, надо посмотреть. Давайте цветы. Рукотворный букет Люда, и кто-нибудь может сказать, где пожалуйста? Она вот где-то там идет. Оттуда. Она там. Скажите, следующий будем Светлана. Светлана. Вот нам еще один вопрос. Как вы думаете, это символично, что сегодня в один день прилетаете вы, Лукашенко? Вы в Швеции, он из России. Я не знала.
Спасибо. Они не думают, что его так будут застрахать. Жалко, что у нас нет громкоговорителя, это можно спросить. Наташа, покричите, Наташа. Где багаж? Наташа кричит. Народ помогает найти багаж. Как эти утята. А багаж? Сам сказал, что вот садите, пожалуйста. Светлана Александровна, вас ждут здоровья, приезжайте. Это машина. Да, это машина. Не забывай, ладно? Ну вот кто попадется, Ребята, дайте положить. Или там еще багажа нет? Я вам Давай. Вы крикните, он найдется. Создаете экологическое движение транспорта. Большое спасибо. Пустите хлопцев. Чемоданы дайте еще один. Нельзя сюда. Не снимаем тоже. Все, садись. Все здесь. Я с удовольствием, видите, вот еще. Сумки. Если пошел за чемоданами. Что вы там? Я честно никуда рвать не буду. Идет уже, идет. Вот они уже. Несите сюда хлебцу. Журналисты, шаг назад. Светлана. Да. Маленькая девочка попросили я ее не видел, но говорят, она Дима, взял мне вещи, да? Я только большой чемодан забери. Извините, пожалуйста. А где он? Вот ваш большой, 2 забрал. Ну так и мы заберем. Все, вот это забирайте. Хорошо. Мы заберем, Светлана. К вам привезем. А где они? Я найду. Все, садитесь, Светлана. Светлана, сюда посмотрите. Я возьму чемодан. Осторожно. Подкройте, пожалуйста, дверь. Светлана. Да, подарили Светлана. Попробую маркетинговый выход. Меняю каравай на автограф у книги. Вот, возьмите каравай. Будь ласка. Я ничего не помню, надо отдать. Вот, возьмите Калиласка, хлебцу. Светлана. Меняю каравай на автограф у книги. Калиласка. Возьмите. На рушнику, на белорусском. На рушнику возьмите. Все, ребята, спасибо. Я чарю белорусы, хлеб, соль, ешь и правду. Дайте автограф. Подарок Светлана, автограф, Калиласка. Дайте хлопцу автограф, дайте подарок. Светлана, возьмите автограф. Хлопцу дайте. Подарок Светлана. Подай ей. Ширканите, Калиласка. Ну это... Возьмите, хлоп, подавай. Возьмите автограф, Светлана Александровна. Автограф хлопцу закрывай. Вот. Ширканите, Калиласка. Все, ну ты ж будь боевой, елки. Ну куды, я настомленная, ну куды. Вы чего? Ничего, сейчас отдам. Чуваки, вы крутые. Вы с чемоданом поднимете, ё-моё. Пожалуйста, проходим на тротуар. Будьте добры. Вам надо не спрашивать, а просто... Пожалуйста. Я надеюсь, что я не упал.
осуждаем проезжую часть. А на машину я вас тогда провожу, и тогда интервью закинем. Народ разыходится. Сапраўды вельмі цёплы, вельмі такі сардэчны прыём. Светлана адчувалася была вельмі кранутая. Конечно, стамілася на гэты нобелеўскі тыдзень. Я думаю, гэта тыдзень славы, але і тыдзень вельмі напружанай працы. Бо кожны дзень, вось калі мы сачылі за паведамленнямі нават там в Фейсбуку і за афіцыйнымі сайтам нобелеўскага камітэту, кожны дзень было вельмі шмат мерапрыемстваў. Тое, што вот усе бачылі там, допустим, нобелеўскую лекцыю ці банкет, это толькі частка. Была вельмі шмат сустрэч і з чытачамі, і з афіцыйнымі асобамі, і з выдаўцамі, і з інтэлігенцыяй. Таму, я думаю, конечно, Светлане вельмі было цяжка, але трэба аддаць належнае, яна вельмі трымалася зараз, адказвала на пытанні, якія магла, і сама яна была вельмі кранутая вось гэтай усенароднай любоўю. Ну і сама яна кажа, што абсолютно не здзіўленая тым, што нікога з афіцыйных асобаў няма, што няма дзяржаўных тэлеканалаў. А калі калега задала пытанне, як яна ставіцца да таго, што адначасова прыляціць прэзідэнт, яна сама здзівілася, кажа, ну што ж, вось. Кветак сапраўды было мора, не ўсе атрымалі, канешне, аўтографы, але яна абяцала там звязвацца з людзьмі. Канешне, пасля гэтай цяжкай працы Светлане трэба адпачыць. Я ведаю, што некалькі дзён яна тут будзе, а потым будзе папраўляць здароўе ў Ізраілі. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё ж такі вось гэта усенародная любоў неяк паўплывае і на нашы дзяржаўных асобаў, што ўсё ж такі і пачнуць выдаваць на радзіме яе кніжкі, і ўсё ж такі творы Алексіевіч з'явяцца ў праграмах не як факультатыў, як нам распавядала Юлія Чарняўская, прафесарка універсітэта культуры, а сапраўды яны будуць вывучацца. І сапраўды вось ўсё ж такі Нобелеўская прэмія, яна праславіць Беларусь. І пра Беларусь ўсё ж такі даведаюцца ў свеце яшчэ больш. І будуць цікавіцца. І вот якраз наша корэспандэнтка Александра Дынько привезла со Стокгольму такі вельмі прыгожы плакат. Там все нобелеўскія лаўрэаты па літаратуры з 1901 по 2015 год. І ў цэнтры вялікі каляровы партрэт Светланы Алексіевіч. Вось. І першая беларуска, конечно, праславіць свет. Народ не разходит. Премия это национальная, она ясно, але вось прадстаўнікі грамадскай супольнасці Тацяна Караткевич, Александр Меленкевич, пісьменнікі, Ціхан Чарнякевич, ну, вядомых асоб я бачыла, ну, канешне, вельмі шмат было журналістаў. І вось такая цікавасць недзяржаўных СМІ да Светланы, канешне, таксама вось звяртае на сябе ўвагу. Столькі ў адным месцы кинокамер, фотокамер, причем усе замежные агенции, Рейтер, Associated Press, BBC, усе Радио Свобода, знову же, все присутничали, ось тільки не було білоруських. Народ все еще не разыходится. А вы скажите, вы, я бачила, так тепло сустракали. Чому? А хто ви? Сапраўды, я Владимир Липский, вельмі ганарусь, она наша полесская жанчына, выросла, и я ее ранее ведал, и это гонор нашего народа. Я думаю, что через некий час у нас еще будут такие гонорованные, потому что наша нация вельми таленовита. Значит, Алферов, наш уроженец, да, президент Израиля Перес, и эти люди, их эта земля натхняет, и натхняет, значит, наш народ. Выхование идет от народа.
значит, да. И это не выпадково, что Светлана. Как вы думаете, вот такие штуршок, что наша землячка стала Нобелевским лауреатом? Это прославить Беларусь у свете. Это может подштурхне нашей официальной особы звернуть увагу шановная, на литературу. Значит, шановная ведущая, значит, на Беларуси Бог живет, это ведомо давно. Значит, да. Конечно, это поштурнуть. Светлана Александровна скажет, чтобы у нас был вуз один на белорусской мове. Один или не один, может у каждой. И еще инше сказать, она моральный авторитет. Значит, волей в бывшем постсоветском пространстве, в Советском Союзе, и она одиная женщина-литератор. Значит, и это шмат про что говорит. Конечно, увагу на нее зверне и народ, и улада. Так думается, так меркуется. Ну, значит, на великий жаль, она не могла больше размовлять, потому что была стомлена. Значит, она працавала Полесская, она Капаткевича ведает, там моя сестра працавала. Припятская правда она працавала. Журнал «Неман», значит, да. Эти люди, которые ее осиротили, ей дали тоже что-то. Человек, когда она рождается, что-то дает батьки, что-то сам берет от осиротия и дает нечто осиротия. Ну, таланты, ее гены, и она не одна, будет таких людей. Ну, не вельми шмат, но они будут, они есть и зараз. Дякую вам. Коли ласка, и вам дякую, что вы, значит, приехали, поглядели, я что-то, значит, да. Не чекали, что будут состракать, ведали, а что так? Это та самая история страны, то есть наше государство. Я с фигуркой ближе хожу и режу, что я буду журналистом. А вы журналист? Я не вижу. Ну, вот уже основная масса людей разошлась. Только что машина со Светланой Алексеевич отъехала. Я повторюсь, что у Минским национальном аэропорте сустракали сегодня Нобелевскую лауреатку по литературе Светлану Алексеевич. И вельми кранула то, что вельми шмат народу. Просто вот фойе кветкі, люди, червоно-белые кветкі, их было вельми шмат. Были представники громадской супольности, были просто сябры, знакомые, было вельми шмат молодых людей, которые по зову сердца сюда прибыли. Это вельми, конечно, вельми кранула. Светлана, на жаль, была крыху стомленная, потому что, конечно, в этой Нобелевский тыдзень нелегко ее достался, она вельми там працавала напружена. Але такой теплой встречи, конечно, нават, я не ведаю, досвеченные люди не чакали. Вельми тепло, вельми душевно. Одиное, что, конечно, шкода, что держава так и не звернула увагу на свою Нобелевскую лауреатку. Но это была наупростовая трансляция «Радио Свобода». Мы вели репортаж с аэропорту Минск, куда только что приземлила наша Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. Общественное мнение, а не на вечный слух и борьбу. Слишком. на направку Минск-Калининград.
Будьте добры, можно до вас питание? Бачу, у вас вельми тривожили ветка. Вы скакать Лобринскую лауреатку. А вы кто? Поклонница ее таланта. Многолетние. А особисто знайомые? Да, немного. А скажите, у принципе, вот какие почувствия у вас, что все ж таки Беларусь отримала Нобеля? Величайшая гордость. Величайшая гордость. А у всех книги читали? Все читала. Все. Да, включая последнюю, конечно, это время Сакантяна. Начиная с книги «У войны не женское лицо». Дальше я все эти часы, когда она вышла. Только тогда, когда она еще печаталась в каком-то журнале. И вот тогда, и, конечно, меня потрясла. И поэтому я потом следила уже и «Чернобыльскую молитву», и «Цинковый мальчик», и «Зачарованные смертью», «Последние свидетели», и вот «Время Сакантяна». Скажите, будь ласка, народная любовність, бачимо ми колькі сьогодні навіть по зову серця прийшли людей. Але вот не бачили ми особливо навіть є церемонії по державних каналах, вельми такі скупые повідомлення. Не було ось некое вот ликование Украине, что наш человек стал лауреатом Нобеля. Як вы думаете, чему так открывается? Не крыльно за это? Ну, конечно, хотелось, чтобы это было широко, знаете, освещалось. Очень хотелось. Она заслуживает того, чтобы ее народ ее любит. И пришли даже без особого оповещения. Люди пришли, люди ее любят, люди читают ее. А сейчас, конечно, еще больше. Сейчас видеокниги пользуются большой популярностью, библиотеки их разбирают, и все говорят, выбирают, детей покупают. Так что... Але вот 20 годов державные белорусские выдавецтва не друковали творы Светланы Алексеевич. У основном это выдавецтво «Время» московское, у школе не проходит, у программе нема. Как вы думаете, вот этой всесветное признание Нобелевской премии, она повинна не сприять популяризации, что человека повинна и тут оценить? Конечно, оценить. Ну, конечно, оценить. Вот даже начнут в школах изучать. Надеяться, что должны. Ну, мало ли, разные ситуации бывают. Все, ну, я думаю, что она заслужила эту премию. Она пользуется любовью у читателей в разных странах. Конечно, на много языков переведены ее книги. Ну, а Беларусь... Але вось глядзіш, на колькі моваў свету перавялі кніжкі, колькі выдалі яе за мяжой, ўсё ж таки гэта значна больш, чым у Беларусі. Вось чаму у нас нет пророка в своем отечестве? А это, наверное, так всегда. Наверное, не зря вот эта пословица родилась, что нет пророка в своем отечестве. Ну, что делать? Ну, это не только у нас, наверное, так, и у многих. Я все озираюсь, чтобы не прозевать. Вот. Так, наверное, бывает часто. Ну, что делать? Ну, сейчас оценят, поймут. Но она эту премию заслужила своим талантом. Пропустила все через себя. Конечно, даже трудно вот представить, когда читаешь, вы знаете, сердце крови обливается, и так переживаешь. Человек беседовал с этим, пропускал все через себя. Это надо большую душу иметь, чтобы все пережить, все это вписать, выслушать всех этих людей. Дякую вам, великий. Ну, вышло не Светлана. Дима, тихо. Вот рядом с Юлией, да, Юлия Чернявская. Лось. Не кричите, не кричите. Простите, все станут так, чтобы всем было удобно. Сереженька, проследите, чтобы народ не кидался в рот из микрофона. Светлану не целовать, не обнимать. Не хватать, не целовать, не обнимать, не жать. Она очень болеет. А кто ваше внимание и все? Добрый день, Юлия. Мы все читали ваши блоги. Как она сейчас? Вельми пригожая фотографии, вельми змістовні, вельми цікаві тексти. Я просто от усіх колег-журналистов просто хочу вас подякувати за таку інформаційну підтримку. Не сподівалася на такий ефект, тому що я тільки ось писала то, що бачила, а є така потреба ділитися, нечто давати, то, що бачиш, тим, хто не може там бути. Інформаційний голод, все ж таки, ми ж ведаємо, що державні СМІ вельми мало уваги. Лепш я, може, написала артикул, але у мене не спонтанно це вийшло все. Спонтанно для сябров, для тих, хто не може там бути. Тим не менш, в Фейсбуку вельми такою вичерпальну інформацію, вельми цікаву. Так що я вот просто дякую від колегу, відчиняюся за оборону.
просто нас все интригует. Эта брама открывается, закрывается. Моих выше крыши, выше даху. Яны тут сёння збіраліся ісці, пыталіся ў мяне, а я, ці можна, Мы искали, ствараются группы у социальных сетах, а мы все закликаем, то отчувается, что все-таки вот народная это любовь, это вот то, что с сердца идет. Это любовь народная, и это любовь интеллигенции, якую Светлана собой не выражая. Видите, у нас есть такое поделение на интеллигенту и интеллектуалу. Я не люблю этого поделения, потому что на Заходе ее лечать интеллектуалам как раз таки. И мало кого турбуе то, что она не ведая там замежных моваў. Это у нас только такая прикмета интеллектуала, ён ведае замежныя мовы. Яны не ведае, але ее перакладаюць на больш за 20 замежных моваў. Это само собой не уже что-то кажа, что-то выражает. Давайте поаплодируем всем. Можно я адресок оставлю, фотографию пришлете? Не ждите, она там и долго еще. Почему? Расскажите, как летели со Светланой Алексеевной. Рядышком летели, хорошо. О чем говорили? Ни о чем, все просили у нее автографы, но я гражданин России, поэтому я уже не стал ее докучать этими вопросами. Конечно, мы все знаем про Чернобыль. Она ее сейчас приведут, не переживайте. Слушайте, ну приведут, это у нас так не пугается. Приведут, это у нас так не пугается. Да, я думаю, что да. А то еще поведут. А в каком настроении Светлана Александровна? Уставшая. Да. Спасибо. Встречайте свою героиню. Давайте. Я гляжу, хоть я навдавалась больше, чем на Радзіме. Ясно, что только 20 годов тому. А як вы думаете, слушайте, будь гэта штуршком, что и у школьной программы, у институтских не, ну яны же обещали, что у школьная программа, а у институтских программах мои студенты, я ведаю, чернобыльскую молитву проходили. Я не ведаю, может, это только гуманитарии, але может, это добрая воля выкладчиков, я не бачила, потому что я не литературу выкладаю. Я дадуть, штось дадуть по, потому что у нас называется внеклассное чтение. Скажите, вы контактуете со студентами, вы тут своих былых шмат. И, пожалуйста, встаньте так, чтобы немножко наклониться. Сквозняки. Так, все. Давайте здесь не мигу, не будем устраивать, уже все спокойно. Пожалуйста, ее не надо. Репутация ее отрезает. Спасибо вам. Спасибо. Я вас всех люблю. Я вас всех люблю. Мадам Юрий, возьмите пример. Наташа,
Где она? Юля! А где машина? Не наша. Огромное спасибо. Спасибо вам. Ладно, давайте в сторону моей машины, что-то я их найти не могу. Тогда правее. Так, давайте потримаю. Да, вы вот, пожалуйста, вот здесь освободите, чтобы я видела. Где-то в нашем. Но я не вижу, где-то вон была вот. Пожалуйста, не толкайте, один хороший кадр. Юля, Люда. Где Люда? Да, она! Светлана Александровна. Да я с вами, я думаю, они за машиной пошли. Я дочь Лиги. Я вам с таким низким поклоном. Юлечка. Просто это все я ждала вашей премии. Нет, я просто думаю, что они за машиной побежали. Нет, машина здесь сказала. Здесь? Да. Я вообще не заметила. Многие люди там за вас очень даже в дистанции. Я понимаю, вам тяжело. Давайте я поднимаю. Спасибо за вообще за все. Каждый Мужество вам твердо. Бог вас пускай хранит. И здоровья. Да. Люди, букеты пошли. Что с багажом? Что читается? Передайте, давайте я вам помогу. Пройдите свою же часть, будьте добры. Вы удивлены, что никого из Министерства культуры нет, лица нету? Повторяю, будьте добры. Пройдите свою же часть. А вы такой прием ожидали или иной? Я не ожидала, конечно. Давки не ожидали? Светлана, вы не против, что кино снимаем? По вашим горам. Ну, надо посмотреть. Давайте цветы. Рукотворный букет стояла. И кто-нибудь может сказать, где пожар? Она вот где-то там идет, оттуда. Она там... Скажите, следующий будем Светлана. Светлана. Вот там еще один вопрос. Как вы думаете, это символично, что сегодня в один день прилетаете вы, Лукашенко? Вы в Швеции, он из России. Я не знала. Спасибо, спасибо. Они не думают, что его так будут застрахать. Жалко, что у нас нет громкоговорителя, это можно спросить всех. Наташа, покричите, Наташа. Где багаж? Наташа. Народ да помогает найти багаж. Я знаю. А багаж? Нас сказал просто. Вот садитесь, пожалуйста. Светлана Александровна, вас ждут здоровья, приезжайте. Это машина. Да, это машина. Не забывай, ладно? Ну вот кто-то поднялся, снится. Ребята, дайте положить. Или там еще багажа нет? Я вам Давай. Вы крикните, он найдется. Пройдите проезжую часть. Вы создаете помехи для движения транспорта. Большое спасибо. Пустите хлопцев. Еще один. Нельзя сюда. Не снимаем тоже.
Все, садись. Все здесь. Я с удовольствием, видите, вот еще. Сумки. Если пошел за чемоданами. Что вы там? Я честно никуда рвать не буду. Идет. Вот они уже. Несите сюда все. Журналисты, шаг назад. Светлана. Да. Маленькая девочка попросили передать цветы. Я ее не видел, но говорят, она... Да? Дима взял мне вещи, да? Я только большой чемодан забери. Извините, пожалуйста. А где он? Вот, большой, 2 забрал. Ну так и мы заберем. Все, вот это забирай. Хорошо. Мы заберем, Светлана. К вам привезем. А где они? Я найду. Все, садитесь, Светлана. Светлана, сюда посмотрите. Я возьму чемодан. Осторожно. Откройте, пожалуйста, дверь. Светлана. Да, подарили Светлана. Попробую маркетинговый ход. Меняю каравай на автограф у книги. Вот, возьмите каравай. Будь ласка. Я ничего не помню, надо отдать. Вот, возьмите Калиласка, Светлана. Меняю каравай на автограф у книги. Калиласка. Возьмите. На рушнику, на белорусском. На рушнику возьмите. Все, ребята, спасибо. Я каждый белорусский хлеб, соль, ешь и паудеры. Дайте автограф. Подожди, на автограф, Калиласка. Дайте хлопцу автограф, дайте подарок. Светлана, возьмите автограф. Хлопцу дайте. Светлана. Подай ей. Ширканите, Калиласка. Ну это... Возьмите, хлоп, подавай. Возьмите автограф, Светлана не вказывает. Автограф хлопцу закрывайте. Вот. Там была такая... Ребята, шаг назад. Не лезьте в кадр, Дорогу караваю до Светланы Алексеевич, до Нобеля, Имперского на Нобеля. Караваю дорогу, дайте Калиласку. Вы меня не любите, я веду. Олег Алексеевич, пишет про меня книгу. У книги. Любого сильного человека, она, конечно, не готова быть рядом. Это говорит о слабости Анна Александровна, посольство Чехии и России хочет спросить. Как вы относитесь к Вацлаву Гавелу и Михаилу Горбачеву, тоже нобелевцам? Великие, да? Руслан Голич, вы обо мне книжку пишете, помните? О любви. Да? Мы с вами знакомы. Фейсбук, президент фильма «Труп». Все себя смотрите. Вон. Вот меня посмотрите. Дана Александровна, подпишите книгу, пожалуйста. Дана Александровна, книжку подпишите. Подпишите книжку, пожалуйста. Дана Александровна, вы не могли бы где-нибудь сказать о том, что меня в интернат сдают на пожизненно? Из-за того, что я против Лукашенко пошел. Нельзя, я пришел тоже Алексеевич. Я с караваем. Это вы своими занимаетесь, имперскими. Речи Посполитой, в частности. Уберите руку с плеча.
Пропустите Кареласка, Каравай. Я веселее иду. Каравай пропустите, Юрася пропустите со Голичем. Надо другой Немиги. Немиги не будет. С нами корреспондент. Подарок из Шотландии. Примите Каравай, Калиласка. На белорусском ручнику. Принесли каравай. Каравай пропустите, Калиласка. Вот прошел пошли. Я не помолчу, вы мешаете пройти Каравай. Подарок из Шотландии. Юрась, проходь. А Майш не осталось. Направление движения на улице туда. На улице. Нация у вас какая, Светлана? А вы нацию ненавидите. Тише. Подарок из Шотландии. Выполняет просьбу Светланы Александровны. Официально. Я не могу на себя взять такую отказность, але ты мне от белорусского народу вручить вам хлеб, соль, ну и гэтай кветки. Калиласка. Кому что живет Светлана Алексеевна? Все себе глядите про Facebook, про президент Президент Миньона я. Светлана, ну не хотите, что Каравай рядом со мной. Я думал, больше надо президент. Я думал, что будет прикольно стоять. Там Так, давайте отойдем отсюда. Давайте. Ладно, что-то прячется, что-то я не веду, что это может быть. Может, давайте мы положим пакет. Свет, давай мне пакет. Тихо, ребята, потому что здесь никто не увидит. как вы удивлены, только чего увидеть. Очень радостно. Скажите, а можно крикнуть, где Дима Яна? Дима Яна! Не Яна, а... Дима Халай! Дима Халай! Дима Халай! Так, если не отзывается, мы возьмем. Мы соседи. У нас машина рядом. Тогда мы из машины. Я только что Наташу видела. Все в порядке. Как самочувствие? Спасибо вам. Большое-пребольшое. Великий дякую. Светлана Александровна, начинайте принимать букеты. Я в машину запишу. Кто ваш секьюрити? Мы хотим Очень здорово. Вы большой молодец. Помогаете собирать букеты. Давайте мы дадим Светлане одеться. Мы так самоорганизовались, в конце концов. Потому что нужно заслонить человека от холода. Где она? Наташа! Так, давайте сделаем коридор. Вот. Люди абсолютно государственная пресса ни слова не сказала о том, что вы сегодня приезжаете. Я не могу сказать, что ничего подобного в мире не было. Вот так встречали лауреата Нобелевской премии. Здесь как да, вот как бы встречал народ. Мы вас встречают все? Нет, я имею в виду, что официально. Света, посмотри сюда, пожалуйста. Так нет, я уже одета в этом, потом... О, Наташа уже нам какие ваши ближайшие планы? Ну, понятно, что уже все уже. Прошли эти празднества, прошли эти все. Ближайшие отдохнуть.
Отдохнуть здесь? Ну да, куда-то поехать. Свет, мы должны на коне въехать. Куда-то съездить, да? Наташа, вот. Наташенька, сделайте коридор, пожалуйста, это дочь. Пропустите дочку. Ребята, тихо, в середину, осторожно, пожалуйста. Ребята, ну что вы делаете? На улице быстренько. Юрий, сейчас все, идем, ребята. Так, дорогая моя, так, поздравляемся. Поздравляем. Наша гордость. Все, теперь давайте обязательно встретимся. Да, тебя наконец-то. Такая уже не так. Хорошо. Тогда идем. Я буду на вас. Давайте я сумку закрою. Получится ли это у нас? Все, пошли. Ладно, выходит. Так, коридор, пожалуйста. Наташа, без следов не уезжайте. Алло. Наташа, она слышит. Хорошо, я могу смс написать? Давайте кветки сберем и передадим машину. Ви згідні там сабруєте навіть міркуючи по ваших постах у Фейсбуку. Як яны наогул вось моладзь гэта, як яна ставіцца да Светланы Алексеевич, да вот сучаснай літаратуры? Яны читалі? Нет, яны не читаюць. Яны читаюць вельмі мало. Журналисты, студенты журфака читали больше, але яны читаюць вельмі мало. Але я проводила, наприклад, заняткі по семіотицы штодзённасці. І свае заняткі, адно з іх я прысвяціла менавіта часу ЗКТ, і менавіта яны ў мяне яго чыталі, а потым я бачу, яны ўжо пачалі чытаць і астатнія. Але, ведаеце, у іх установка вось нашего всего грамадства. Пропустите Юрия, пожалуйста, он должен впереди стоять. Юра. Это установка на позитив. Установка на позитив. І ось гэта установка на позитив нам дае вельмі шмат непрыемнага. Вельмі шмат непрыемнага. Яны баяцца адчуваць боль. Яны баяцца плакаць. Яны баяцца. Яны мне самі сёння казалі, вось мы сёння апошнія заняткі праводзілі, што, ведаеце, мы пачалі разумець, трэба нейкія цёмныя бакі жыцця таксама паказваць. Так. Юрий сталкивался. Чтобы не закрывать. Вот правильно. Влево. Давай поменяемся местами. Ми бачимо построкать у перших шерегах. Поки тут звичайно. Не только можно. Да? Так, на минуточку, да. Я знаю, я просто не успел ему ничего придумать. А он не туда. Какой спорт мы Он вот такой. Нет, да, из Москвы. Из Вьетнама, а сегодня из Москвы. Меня сюда отправили с цветами. Берите там слева, ну все больше и больше. Влево. А вы прямо держите. Юра, мы здесь всех просили. Не, парень, мы тебя знаем, я тебя предупреждал, мы тебя знаем. Да. Очень удобный случай. У меня хорошие ботинки для тебя.
вперед 20. Снова выходит партия пассажиров. Просто пассажиры выходят. Простые. Люба, не а как подойти к людям? Корреспонденту Радио Свобода. Лететь Алексеевич, да, мы лотерею выиграли. А я не вижу ничего. Да, налево, пожалуйста. Налево, девушка, налево. Мужчина, приходите еще. Рассердился, да? А что будем кричать? Нам надо записать какое-то интервью по этому замечательному. Интервью навряд ли сейчас будет давать. Не, ну понятно. Очень сомневаюсь. Несколько слов каких-то скажешь. О, кажется, арестоваться. Все, она сказала, пригодится. Локти! Локти! Два шага назад. Мы гоноримся вами, радуемся, плачем от радости. Спасибо, я тоже, меня заставили заплакать. Да, все равно, видите, все равно нас много, и мы вместе. Это много значит. Да. Все. Я вас всех очень люблю. Все, что вы говорили, радовались тому, что вы говорили, гордились, что все-таки в нашей стране есть Светлана Алексеевич, которая стала первым Нобелем. Это очень приятно. А вот такое предложение. Давайте сделаем коридор, чтобы все могли увидеть Светлану, все, кто приехал. Светлана Александровна, можно подарить вам цветы. Где-то мой зять, давайте мы Светлана Александровна, пожалуйста, подальше, подальше. Давайте отойдем. Светлана Александровна, Нет, так это здорово. А нет, это ясно, что это тоже не будет. Это понятно. Мы живем отдельно, а не отдельно. Это уже понятно. Мы же к этому пришли, и может быть, когда-нибудь они задумались. Надо жить вместе. Светлана, скажите пару слов. Что чувствуете? За вас сколько пришло белорусов? Одно то, что во всех газетах честного мира, многие там просьба ко всем, пожалуйста, микрофоны подальше. Микрофоны Он оказался очень симпатичным человеком,
очень о многом говорили. А говорили, что... Нет, он... Надо просто передавать. Что, когда я сказала... Ну, это я так думаю, что он еще подождет, что они все-таки заранее. Добрый день. Приехали, конечно. Они, конечно, специально пораньше. А этот такой, ну, может быть. Я в Дубровке. Добрый день, шановные спадары. Радіо Свобода вядзе прамую трансляцыю з церемонии прилету нашей Нобелевской лауреатки со Стокгольму. Вось толькі што нават на 2 хвіліны раней табло нам показывает, что приземлился уже самолет у 18 замест 16:20, и я думаю, что уже на земле, Светлана Алексеевич. Тут вельмі урачистая атмосфера. Я думаю, что на ўскідку тут больше за человек 150. Вельмі шмат людей с прыгожими кветками. Все чакают, все не знесла так. Нават калі мы запытваліся у людей до того, кто яны, просто человек ось пришел сустракаць. Таму такая атмосфера вельмі приемная, вельмі будем чакаць. Спадзяемся, что хутка з'явіцца наша героиня. Когда у них какое-то мероприятие? Зараз мы все ж таки паспрабуем пацікавіцца у народа, чаго ён тут прыйшоў. Конечно, шмат вельмі журналістаў тут, вот каго не запытаешься. Журналісты, дарэчы, з'явіўся плакат «Беларусы ганарацца вами, Святлана». Надо, да? Вось толькі што адкрылася брама. Пакуль мы бачым шмат вельмі супрацоўнікаў мытні у форме, людзі ў цывільным. Короче, давайте станем большим полукругом, допустим, хапило место, как не было толкучки. Давайте. Вот так можно всем стать, вельми зручно, не? Никто не хочет? А потом Алексей. Коллеги, давайте сделаем больше полкола, ну. Давайте. Давайте 2 шага назад, давайте. Коллеги просят отойти на пару шагов, потому что, конечно, вельмі шмат народу, все хочет в этой мгновении на свои фотокамеры, кинокамеры, телефоны, деточки с веточками. А что так напряглись? Уже что, самолет прилетел, что ли? Да. А? Прилетел. Откуда известно? Сказали, объявили. Да. А это 3. 24. Там есть свои урезанные вещи. Она очень интересная, да. Сколько человек Купились. Ну, конечно. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вось усе мы сустракаем, я думаю, одного человека. Бачу, у вас вельмі чароўны, просто кветки, бело-червоно-белые. Назовите себе. Виолетта. А кто вы? Просто Виолетта, студентка. А вот что побудило, чому прийшли? Прийшла підтримати просто разом з татою, але тато не запізняється. І зараз чекаємо і Світлану, і тату разом. Просто. А читали книжки? Я прийшла читати зараз. А ранее нет? Ні. І як враження?
Вельми добре. А в принципе, вы что адчувае просто вот молодой человек, в принципе, іншае пакаленне і такія кніжкі сур'ёзныя. Якое ўражанне? Чаму ўсё ж такі гэта бавіць? Цяпер адчуваю, я думаю, гонар за Беларусь, за тое, што нашы людзі таксама могуць зрабіць нешта для гісторыі. Так. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Может, еще чемодан досмотрится. Кто? Это снимаю. Меня пассажиры по телефону предложили из Москвы. Вас приглашают вернуться в зону выдачи багажа. Пассажиры Пулман, прибывшие из Москвы. Вас приглашают вернуться в зону выдачи багажа. Работает. Ну, ты этот бездельник работает. Ты мне расскажи, да, про него. У меня такое ощущение, что люди как бы костюм пришли У меня была мысль, я такой ищи сумку снять. Пусть около тебя будет. Прибывший пассажир отвечает на первом этаже и 4 рейс Волнавской компании Белавия. Attention please. Philadelphia Airport from Rome, flight number 862 is just landed. The arrival level is at the ground floor of the gate number 3. Лауреат нашей жизни, поэтому... Вадим, кармана не видишь? Нет, кармана вообще не видишь. Суслика видишь? Коллеги, давайте еще шаг назад сделаем. Давайте. Саш, ты волшебник. Пусть скажет, давайте разойдемся. И так все побрели к своим машинам. Нормально, не нужен общий план. Сядь нормально, на копию. И за штатив не держи, пожалуйста. 16-18 написано, сколько забился. Рядышком тряхнемся. Мы километр двумя тогда. Это микрофон для нам Бояк. А кого ты будешь? Или там не Мало. Коллеги кажут, что Минск ТВ. Далее, на можно посадку самолет с Берлина, рейс 892. По вниманию, сведения встречающих. Произвела посадки самолета из Берлина, рейс 892. Прибывший пассажир отвечает на первом этаже.